Гагарский район сейчас борется с последствиями третьей стихии. В середине июня в селе Чагрипш Гагарского района в результате продолжительных дождей сошли солевые потоки, сопровождавшиеся обломками горных пород. Огромные массы воды хлынули из ущелья, снося на своем пути объекты жизнедеятельности человека. Было повреждено дорожное полотно, пострадали 2 семьи, которым была выплачена материальная помощь в сумме 1 миллион 550 тысяч рублей. В селе 25 дней работала техника, более 3000 КАМАЗов с балластом было вывезено. На ликвидацию этой стихии при помощи администрации и наших друзей, меценатов района было потрачено около 19 миллионов рублей. Если точнее, это 18 миллионов 700 тысяч рублей. Деньги были потрачены на вывоз грунта, на восстановление поселковых дорог, на рабочую силу, которая принимала участие в ликвидации данной стихии. Семья Юрия Левченко, ветерана Овна, до сих пор не может оправиться от последствий стихии. Нажитое непосильным трудом имущество, автомашины, домашняя утварь буквально были стерты с земли. Семье Левченко выплатили 1 миллион 200 тысяч рублей. На эти деньги построен железнобетонный забор, провели новую канализацию, частично отремонтировали бытовую технику. На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству участка. Грунт привезти надо. Щебенку привезти надо, цемент надо, рабочим заплатить надо. Ту комнату восстанавливаем. Машина похоронена, закопана. Ее вытащить уже просто не вариант. Рядом с семьей Левченко живет и семья Натальи Шимко, которая также пострадала летом этого года. Им было выделено 350 тысяч рублей. Восстановили канализацию, водопровод, потому что водопровод у нас полностью и центральный, из бака было все нарушено. Что еще? Ну, деньги еще остались на забор. Забор восстановить просто некогда сейчас. И во время наших съемок велись работы по расчистке ущелья от нанесенного балласта. Не успев оправиться от последствий первой стихии, на Гагарский район 9 июля обрушилось наводнение, в результате которого пострадало 3 села, поселок Бзыпта и город Гагра. На второй день в Гагру приехал президент Республики Абхазия Аслан Бжаня и премьер-министр Александр Анкваб. Республиканский штаб по ликвидации последствий стихии возглавил Александр Анкваб. В числе пострадавших оказались более 1200 домовладений. Я, например, первым делом хочу большое спасибо сказать за ваше внимание, что вы пришли, посмотрели, дали 100 тысяч. Я взял, купил вот этот кафель, буду смотреть на него до самого гроба и буду вспоминать, это администрация, благодаря Хагуше. На ликвидацию последствий стихии из фонда президента была выделена сумма в размере 19 миллионов рублей. Были восстановлены мосты в селе Алдза и Алахадзе. По поручению главы района была создана комиссия, которая выехала в каждое домовладение. Безусловно, при таких объемах наверняка мы кого-то пропустили, наверняка кто-то остался недовольный, но тем не менее 475 семей получили адресную финансовую помощь из бюджета Гагарского района. Велась большая работа по расчистке каналов, по восстановлению мостов, по восстановлению дорог в городе Гагра, в селах, пострадавших Алдза, Алахадзе, Псахара, поселок Бзыпта. На расчистку и ликвидацию ушло около 12 миллионов рублей. Также эти деньги были выделены с бюджета нашего района и не безразличные, еще раз повторюсь, меценаты. Потом у нас была еще одна стихия уже в более меньшем масштабе. Тоже было подтопление спустя месяц после этого большого. Там около 600 тысяч рублей было выделено с бюджета района на ликвидацию данной стихии. Общая сумма выплат составила 61 миллион 675 тысяч. Семье Маргани в селе Алахадзе было выделено 300 тысяч рублей. Во время потопа частично смыло двор и первый этаж дома. Сегодня они живут в удручающих условиях. В маленькой комнате тяжело уместиться 4 членам семьи. В планах у семьи Маргани построить деревянный домик. Потом там чуть-чуть остался домик, и он потом уже супруг сам разобрал. Наша администрация помогает нам до Утажиба. Благодарим его. Ну вот 300 тысяч нам же выделили. Вот на эту сумму. Но он сказал, еще там нам поможет. Это администрация тоже. Фундамент под дом заложили и в селе Алдза. Семье Татьяны Наумкиной было выделено 500 тысяч рублей. Татьяна живет здесь с рождения. Однако летом этого года место ее воспоминаний смыло водой.
конечно, терзали в эти дни все, потому что у всех было. И каждому казалось, что у него хуже всех, но все равно они по возможности, не знаю, по крайней мере, нам, что могли, они делали все. Ну и то, что вот эти вот деньги дали, тоже хоть, по крайней мере, на снос засыпать тоже их хватило. Сами бы мы их нигде не взяли. Что ни гостиницы, ничего, как видите, у нас и не было, и нет. В селе Алдза была проведена колоссальная работа. О них рассказал глава села Гурам Абгаджава. Был вывоз мусора, который нанесла река. Затем был почищен канал, предгорный канал называется, большой, более 5 километров. Из них, которые 3,5 километра было оплачено нашим селом, предприниматели, жители села собрали денег, мы наняли трактор, было почищено около 3,5 километра. 1,5 километра было, нам помогли, Абхазберегозащита, привезли и почистили нам 1,5 километра. До сегодняшнего дня в некоторых местах проводятся работы по вывозу ила, мусора. Ну, в основном работа, как бы можно сказать, что уже подходит к концу. Положен новый асфальт. Огромное благодарность выражаем главе района, Гагрской администрации. Километр 200 было положено новый асфальт. Карпо Читян живет в селе Псахара. Сегодня здесь готовится к наступающему Новому году. На первом этаже ремонт. Карпо даже не хочет вспоминать, как за считанные минуты вода поднялась до 2-го этажа, разрушая все на своем пути. Семье Читян было выделено 500 тысяч рублей. Помощь и от администрации, и от родственников, друзей, потом в дальнейшем и финансовая помощь от государства. Как бы очень помогла, вот сейчас можете посмотреть, ремонт идет полным ходом. Почему до сих пор не закончили? Потому что все было мокрое, воды было много. За это все нужно было высушить, а сейчас вот заканчиваем. К Новому году с Божьей помощью, с помощью друзей, братьев, нашего президента, администрации мы будем встречать новым ремонтом и с новой мебелью. И в селе Псахара проведено немало работ по ликвидации последствий стихии. После потопа нами было восстановлено более 8 километров дорог. Финансирование, конечно, было Гагранской администрации, которой мы благодарны. И также было восстановлены опорные стены, которые река Ольгинка смыла. Планы есть, которая на 2 улицах также плиты валяются, их восстанавливать. Там нужна будет спецтехника, специально которую мы ее ожидаем, поднять ее. То есть работы довольно еще надолго есть. И в ночь на 27 ноября на Гагру обрушился небывалый шторм. Оказались затоплены улицы, частный сектор, подвалы многоэтажных домов, госучреждения. Пострадало здание РУВД по Гагрскому району, детский сад Мрамза. Оказалась затоплена насосная станция. Город Гагра несколько дней оставался без воды. Более 50 домовладений оказались затоплены. Комиссия продолжает свою работу адресную по тем семьям, которые оказались затоплены в результате шторма. Сильно пострадала Гагрская набережная. Проекты по восстановлению данной набережной рассматриваются. Работы по этому вопросу также ведутся. Сумму ущерба до конца пока еще не оценили, но разрушения, конечно, были очень массивные, масштабные. На ликвидацию всех этих стихий при помощи бюджета района и меценатской помощи было потрачено 34 миллиона рублей. Комиссии по оценке последствий стихии предстоит утвердить суммы компенсации и нанесенного стихии ущерба. То есть все комнаты были в воде. То есть, получается, весь паркет, какая-то техника, холодильники, да. Какие работы сейчас ведутся в доме? Ну, мы сейчас решили просто сделать работы, как бы постелить теплые полы и кафель. Данные взяли? Данные взяли, мы очень благодарны, если они окажут какую-то помощь. Работа по расчистке города от песка продолжается. В самое ближайшее время районные власти начнут работы по восстановлению разрушенной набережной. Сария Кварацхеля, Тимур Кови, Музафар Астанов, Абхазское телевидение.